Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Ам-Шекушара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. 14 лет назад не стало второго президента Абхазии Сергея Багапш. Память Сергея Васильевича почтили в селе Чгарда. В Аку прошла встреча со студентами, где говорили о работе по поиску пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии. В рамках Дней Нижнего Новгорода в Сухуми стартовал международный инклюзивный форум городов-побратимов «Ритм Абхазии». До 30 мая жители и гости столицы могут посетить уникальную выставку, посвященную мозаичному искусству Абхазии. Двадцать 29 мая исполнилось 14 лет со дня смерти второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапш. При Сергее Багапш была восстановлена юрисдикция абхазского государства в верхней части Кадорского ущелья, контролируемого после войны грузинскими властями. Именно при нем состоялось официальное признание Абхазии как суверенного и независимого государства России 26 августа 2008 года, а затем Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Тувалу. Память второго президента Абхазии Сергея Багапш почтили в селе Чгарда. В церемонии возложения цветов приняли участие президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, депутаты парламента, представители общественности. В день смерти второго президента Абхазии в его родное село Чгарда, где он похоронен, со всех концов Абхазии приезжают люди. Цветы к могиле Сергея Васильевича возлагают представители руководства страны, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественность, все те, кому дорога память о светлом человеке, так сильно любившем родину и посвятившем служению всю свою жизнь. Сергей Багапш был настоящим патриотом Абхазии. Пройдя вместе с народом через самые сложные испытания, политик сыграл выдающуюся роль в истории своей страны. В церемонии принял участие президент Абхазии Бадра Гунба. Сергей Васильевич Абхазии позаду иномарит замзанта анкара яхагылыз ирдерот айбишрамыштых юдуям тан Сергей Васильевич Танаиоз анкара напхарч эра геус и марины и шагом забзидзаны ахбалашот обрезги Дарьяина, Ажлара, Гурагара, Ярайнук зала Гима на советом вчера аус Нива Зома, Чимчира аус Нива Зома, Яра и Тейпш, Яра и Ижлар Зима Загубалара, и Нук зала Гирейну Балон, и Пстазарат Магину Бала, Ратвихан, у Брягана Хелахампада, Эхе Дары, Ратшую, Дезгалазар, что Ахаткуми Тао. Хаважлар хатарныкча Сергей Васильевич Пайнук залаги хажлар Газаштан ход Ярей Пхара Ююща Ахадзгалара Яир Пшоз Кучи Дуи Лукцева Зыги Патурухцена Тарпылана Дархадзгалана Басипша Абстазара Нупыги Скуяна год Акары Абипара Дарбалаша Лот Ауя Афенхараз Амадзуз Яхасабалаги Алшабзиз Маз ясал балаги, у бригана хела хумпада харти нукзалаги яра иджабха хорхот наунагза ихецка шракуза. С именем Сергея Багапш навсегда связано восстановление государственных границ Абхазии и международное признание независимости нашей страны, установление межгосударственных отношений с Российской Федерацией и другими странами. Мастер политического компромисса, серьезный и вдумчивый, и в то же время при всем своем высоком положении Сергей Багапш никогда не давил авторитетом, был всегда открыт, внимателен к чужому мнению. Он был доступен, прост и человечен. Сергей Васильевич всегда говорил: «Для меня самое главное так отработать свое президентство, чтобы перед самим собой не было стыдно».
только надеемся и верим, что в международную политику придут молодые специалисты, подготовленные на качественно ином уровне, со свежими идеями, взглядами свободными от предрассудков, ложных ценностей и груза негативного прошлого. Собравшиеся делились воспоминаниями о Сергее Багапше, подчеркивая его личные качества и вклад в развитие Абхазии. Многие отмечали его исключительную скромность, несмотря на занимаемые высокие посты, его доступность для простых граждан. Вспоминали случаи, когда Багапш лично вмешивался в решение проблем, с которыми сталкивались люди, демонстрируя искреннюю заботу о благополучии каждого. Мы проводили встречи как молодежная организация с каждым кандидатом в президенты. Так вот, разговоры были обо всем, кроме политики. Мы хотели раскрыть кандидатов как людей обычных, какие они в быту, какие у них, значит, жизненные интересы, принципы. И хочу вам сказать, что встреча с Сергеем Васильевичем останется надолго в памяти, потому как это был, я не знаю, как вам это правильно сказать, но он был очень отзывчивым человеком и так нас расположил на этой встрече, что мы стали забывать вопросы, которые хотели задать. И можно сказать, что ведущим этой встречи стал Сергей Васильевич. Особое внимание было уделено роли Багапш в период становления независимости Абхазии. Участники вспоминали его решительные действия по защите суверенитета республики и его усилия по признанию Абхазии на международной арене. Подчеркивалось, что именно благодаря его дипломатическому таланту и умению находить компромиссы удалось добиться значительных успехов в укреплении позиции Абхазии в мире. Несомненно, дело Сергея Багапш будет продолжено. Его идеи, принципы будут служить ориентиром для будущих поколений абхазских политиков и государственных деятелей. Память о нем будет жить в сердцах тех, кто знал его, и в истории Абхазии как символ мужества, мудрости и преданности своему народу. Кундашова, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. Президент Бадра Гунба подписал указы о назначении заместителей председателя СГБ Абхазии. Первым заместителем председателя СГБ назначен Алхас Чичба. Заместителем председателя СГБ назначен Виталий Гунба. 7 лет дружбы. 29 мая 2018 года Сирия официально признала независимость Абхазии. Этому результату предшествовала большая работа МИД республики, посольства Абхазии в России и других ведомств. В этом же году были подписаны первые межгосударственные и межправительственные соглашения и открыто посольство Абхазии в Дамаске. Вопросы, связанные с окончанием учебного года и развитием системы образования, обсудил премьер-министр Владимир Делба с министром просвещения Ханой Гунба. На встрече также речь шла о порядке комплектации начальных классов образовательных школ. По информации министра, на сегодняшний день в некоторых школах количество детей превышает допустимую норму. Особо остро это ощущается в столице. Премьер-министр поручил представить предложение по совершенствованию системы дошкольного, общего и среднепрофессионального образования. Подготовке личного состава УВД Гагарского района к летнему курортному сезону посвящалось выездное совещание, которое провел вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут. Подробности в материале пресс-службы МВД. Вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут провел выездное совещание в Гагарском районе по подготовке личного состава управления внутренних дел к курортному сезону 2025 года. В совещании принял участие первый заместитель министра Руслан Ажиба. Начальник УВД Денис Айба доложил текущую статистику за 5 месяцев работы. Так, всего в Гагарском районе с января по май зарегистрировано 46 преступлений, раскрыто 38%. Раскрываемости составляет 82,6%.
0,2%. Из 46 зарегистрированных преступлений в текущем периоде времени тяжких 15 преступлений, из которых уже 10 преступлений раскрыто. Министр сделал ряд замечаний, касающихся работы блока криминальной милиции. В этой связи принято кадровое решение назначить первым заместителем начальника УВД по Гагарскому району Тихона Ардзенба. Далее вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Кют посетил отдел милиции в поселке Цандрипш УВД по Гагарскому району. Работу личного состава, в частности руководство отделения, Кют назвал неудовлетворительной, в связи с чем милицию в Цандрипше возглавил новый руководитель. Временно исполняющим обязанности начальника стал Тимур Буганба. Роберт Кют также проинспектировал работу линейного отдела милиции на железнодорожной станции Гагра УВДТ МВД. Он отметил, что ежегодно растет поток туристов в республику. Идет развитие железнодорожной инфраструктуры. В этой связи повышаются требования к работе личного состава транспортной милиции Министерства внутренних дел. Далее министр внутренних дел Абхазии Роберт Кют проверил уровень организации, обеспечения общественного порядка и соблюдения правил парковки на территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту ПСОУ. Министр отметил, что соблюдение законности и правопорядка на приграничной территории – это показатель республики для каждого приезжающего гостя, и никакие субъективные обстоятельства не могут быть поводом к нарушению установленных правил. Подразделения МВД будут продолжать профилактические рейдовые мероприятия, проверять у водителей документы на право осуществления пассажирских перевозок, не допускать к управлению автомобилями водителей в нетрезвом состоянии и контролировать исполнение правил парковки и стоянки автомобилей, частных такси, так и общественного транспорта. Развитие регионов юга России связано с развитием ближайших дружественных стран Абхазии и Южной Осетии. Об этом сказал в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на Кавказском инвестиционном форуме вице-премьер России Александр Новак. К примеру, после открытия Сухумского аэропорта туристы, которые приезжают в Сочи или в Абхазию, могут прилететь как в Сочи, так и в Сухум. Это направление будет развиваться, пояснил вице-премьер. В этом году Кавказский инвестиционный форум перестал быть Северо-Кавказским форумом. К нам приехали в гости президенты Абхазии и Южной Осетии. Я знаю, что в кулуарах вы с ними уже успели поговорить. Откройте секрет. О чем? Ну, во-первых, это наши дружественные страны, партнеры, и они наши соседи. Поэтому, конечно, развитие наших регионов Северного Кавказа не замыкается только на собственном развитии. Это в любом случае как сотрудничество внутри страны между регионами, так и сотрудничество с близлежащими своими соседями. Тем более, что мы с ними граничим. Поэтому, конечно, туристы, которые приезжают в Сочи или в Абхазию, они могут спокойно пересекать границу и могут прилетать как в Сочи, так и теперь уже после того, как был реализован проект по строительству аэропорта в Сухуми, сейчас могут самолеты туда летать. И это направление будет развиваться. Мы обсуждали с нашими друзьями, с нашими партнерами, в том числе и вопросы развития этих регионов, вопросы взаимного сотрудничества между нашими регионами, то есть развитие сельского хозяйства, взаимные поставки, например, продукции. У нас единая энергетическая инфраструктура, поэтому развитие наших регионов сопряжено также с развитием и Абхазии, и Южной Осетии. Очень много вопросов. Вот, и я рад, что нас посетили такие почетные гости, президенты Южной Осетии и президент Абхазии. Мы провели плодотворные переговоры сегодня. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг выразил благодарность руководителям российских телекомпаний за информационную поддержку празднования 80-летия со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзенба. Союз журналистов Абхазии высоко ценит российско-абхазское информационное сотрудничество. Традиции, заложенные еще в период Отечественной войны народа Абхазии, в эти дни получили очередной импульс и вышли на новый уровень развития, говорится в письме Руслана Хашиг.
Команда Абхазии в составе более 80 человек прибыла в образовательный центр «Синеж» для участия в финале конкурса управленцев. Участники в течение 3 дней будут проходить интенсивные занятия, направленные на развитие управленческих навыков. В рамках программы запланированы различные темы, такие как стратегическое планирование в условиях глобальных вызовов, эффективность и безопасность интернет-коммуникаций в государстве и обществе и многое другое. Кроме того, участники примут участие в групповых проектных работах. Команду Абхазии встретили радушно, традиционно с хлебом-солью, народными песнями и плясками. Во второй день программы заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко прочитал лекцию на тему «Настрой команды Абхазии на образовательную программу кадрового резерва и 10 принципов эффективного руководителя». Движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» и миссия Международного комитета Красного Креста в Абхазии провели встречу со студентами АГУ, где говорили о деятельности миссии, в частности по поиску пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии. Алика Трапша скажет подробнее. Работа по поиску пропавших без вести ведется с начала Отечественной войны народа Абхазии. В 1994 году была создана Государственная комиссия при президенте республики. Комиссия начала составлять базу данных о пропавших во время боевых действий людях, в том числе и военнослужащих абхазской армии. Были опрошены сотни свидетелей, изучены архивные материалы судебно-медицинской экспертизы Сухума и больниц Абхазии. Проводились интенсивные переговоры с грузинской стороной с целью нахождения пропавших без вести или выяснения их судеб. В Абхазии за период грузино-абхазской войны пропали без вести до 200 человек. В 2011 году в республике начались работы по эксгумации тел погибших с целью их идентификации. Таким образом, в республике начала работать программа миссии Международного комитета Красного Креста согласно договоренности с правительством нашей страны. Неоценима роль движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» в поисках без вести пропавших. Председатель организации Гули Кичеба, как никто другой, знает, как важна данная работа и насколько психологически сложно заниматься этим вопросом. Она отметила, что потерявшие в войне своих близких не теряют надежды узнать об их судьбе. Для Абхазии 222 человека – это очень большая цифра. И надо сказать, что не все еще опознаны, но именно движение матерей при поддержке нашего государства. И, естественно, при самой настоящей такой вот поддержке и моральной, и материальной Международного Красного Креста, которые работали с первых дней начала войны и после окончания войны в Абхазии, неоценимый вклад они внесли. Я лично от себя и от имени движения матерей всегда их благодарю. По сей день вот такое тесное наше сотрудничество помогает, они выполняют свою работу, ищут останки, а мы морально поддерживаем тех, и кто уже опознаны семьи, тоже нуждается в психологической поддержке. И те, которые еще, родители, которые еще ждут, тоже. Благодаря проделанной работе за прошедшие годы останки около 50 бойцов были идентифицированы и переданы семьям. В списках еще более 100 человек. Работа по поиску пропавших без вести будет продолжаться, отметил заместитель главы миссии МККК в Абхазии Борис Казанба. На встрече со студентами присутствовали и семьи пропавших без вести. Аида Хунели рассказала о своем 17-летнем брате Эдуарде Хунели, участнике Отечественной войны народа Абхазии, который пропал без вести 17 сентября 1993 года в Сухумском районе. Он был с БМПшниками, и рядом с ним всегда был Юра Куригба. Это взрослый человек, он был там, мне сейчас кажется, что 40 человек это не так взросло, но по сравнению с этими мальчишками он был как бы постарше. И в момент, когда Эдик прибегает, Юра сидит, обедает, подбегает Эдик, говорит: я пойду, вот ребята сейчас выезжают, там Блиндава куда-то, я с ними. Он говорит: не надо, оставайся. Нет, вот они едут, и я с ними. Ну ладно, говорит он, и едет с ними. Так получилось, что БМП обстреляли, резко развернулись, они возвращаются. Позже мне говорили, что все ребята, которые были в этом БМП, говорили, что они видели Эдика. Мы все вместе вернулись. Мы предполагаем, что
Когда Эдик не обнаружил Юру, он пошел его искать. И его взяли, и был человек, который видел в бинокль, как брали оттуда его. Но судьбы дальше мы не знаем. То есть вот эта боль, которая пока несут родители и близкие самые, это поколение уйдет, но дальше в вас должен сохраниться вот этот огонь борьбы за независимость. Во всем мире по разным причинам пропадают люди. Никто и никогда не отнимет надежду у их родных и близких, что родственники могут вернуться живыми и здоровыми. Движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» совместно с Международным комитетом Красного Креста издали 3 книги о пропавших без вести. В прошлом году была издана книга «Кого судьба не сберегла». Эта книга рассказывает истории о пропавших без вести. Эти истории были рассказаны семьями. Они не были переделаны и сильно редактированы, чтобы сохранить вот эту аутентичность. Истории есть очень простые, но они очень берут за душу, потому что это искренние, открытые. И я очень благодарна всем семьям, с которыми мне довелось познакомиться, многократно встречаться, проводить разные мероприятия. Мы издаем вот такие книги памяти. Здесь, кстати, не о боевых каких-то его пути, а о том, каким он мог стать, какие они могли бы стать художниками, писателями, учеными, инженерами. Это все мы хотели студенчеству как бы показать, чтобы я больше чем уверена, что они такие же с чувством, с долгом относятся к нашей истории, к нашему прошлому. Но когда ты встречаешься с ними, это больше в них остается. И вот передать наш опыт, передать то, что мы каждый день как бы делаем. А делаем мы не для себя, мы делаем для будущих поколений. К без вести пропавшим нельзя пойти на могилы, им не воздвигают надгробные плиты. Поэтому работа по их поиску очень важна. Алька Трапшнала Шинджери, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В Сухуми стартовал международный инклюзивный форум городов-побратимов «Ритм Абхазии». Событие объединило более 150 участников из России, Абхазии, стран СНГ и стало частью более 60 совместных мероприятий в рамках Дней Нижнего Новгорода в Сухуми. В октябре прошлого года Нижний Новгород и Сухум официально стали городами-побратимами. План совместных мероприятий на текущий год включает более 60 направлений, ключевым из которых является проведение форума «Ритм Абхазии». Шадина Ханагба продолжит тему. На побережье загадочного и теплого Черного моря, где утренние солнечные лучи нежно играют на волнах, начинается новая страница в истории дружбы между Россией и Абхазией. Сухум, город с богатым прошлым и открытым сердцем, стал гостеприимной площадкой для международного инклюзивного форума городов-побратимов «Ритм Абхазии». Здесь царит удивительная атмосфера дружелюбия, когда даже незнакомые люди улыбаются друг другу так, будто знакомы давно. Город стал местом, где границы исчезают, а доброжелательность ощущается в каждом взгляде, каждом месте. Участница из Абхазии Лена Елисеева, дефектолог. Девушка ведет частную практику по работе с детьми с нарушениями в развитии, которые нейроотличны от нормы типичных детей. По ее мнению, данный проект станет отправной точкой для республики по развитию инклюзии, в особенности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Я очень рада, что я здесь, что Абхазия предоставила мне такую возможность поучаствовать в данном форуме. Также российская сторона, то есть они одобрили мою заявку на участие. Я надеюсь, что я из этого форума как минимум вынесу какие-то новые идеи как для себя, так и для развития своей профессиональной сферы и развития в целом инклюзии в Абхазии. У нас команда номер 6. Мы представляем проект, который мы будем разрабатывать по доступной среде. То есть мы будем разрабатывать то, что мы можем внедрить именно на территории республики, то, что поможет людям с ОВЗ преодолевать свои какие-то особенности. Ритм Абхазии – не просто очередное событие, а площадка для глубокого диалога, обмена опытом и совместного поиска решений в сфере инклюзии. Участников форума приветствовал вице-премьер Абхазии Вараздат Минасян. Форум городов-побратимов – это не просто собрание представителей разных регионов. Это живая платформа, где объединяются идеи, культуры, традиции и мечты о будущем. Здесь рождаются инициативы, которые способны преодолеть любые границы – культурные, социальные и экономические. Именно такие встречи дают нам возможность укрепить доверие, наладить новые связи и дать старт проектам, которые будут служить благу наших граждан.
Города-побратимы – это особое отношение, построенное на основе взаимного уважения, поддержки и стремления к общему развитию. В условиях глобальных вызовов и перемен особенно важно поддерживать такие связи, делиться опытом и учиться друг у друга. Сегодня мы вместе создаем пространство, в котором каждый голос важен, каждый участник значим. Это пространство, где мы ценим, продвигаем и верим в силу сотрудничества. Сердце форума – это открытые люди, полный зал слушателей, которые искренне аплодируют друг другу, не скрывая эмоций. 30% участников имеют инвалидность и приехали в Сухум с готовностью создавать новые проекты и менять жизнь к лучшему. Этот замечательный проект реализуется совместно с нашим городом-побратимом Сухумом. И мы очень рады вас, что вы сегодня здесь с нами. Друзья мои, я хочу вам пожелать побед, успехов в сегодняшнем дне и на этом форуме, и, конечно же, самого отличного настроения. Мы привезли из Нижнего Новгорода от Министерства социальной политики, от Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области самые лучшие социальные практики, которые будем рады вам представить. И организаторы приготовили очень крутую для вас программу. И мы завтра в рамках нашей панельной дискуссии рассмотрим самые лучшие нижегородские практики, когда предприниматели, некоммерческие организации, просто обычные люди решают проблемы, которые они видят именно либо в своей семье, либо вокруг, в своем городе. И действительно находятся новые социальные услуги, появляются рабочие места для ребят с инвалидностью, которых раньше не было. Создается новая культура, инклюзивная культура. На абхазском языке приветствовал участников инклюзивного форума «Ритм Абхазии» его автор Роман Пономаренко. В первый день форума состоялась панельная дискуссия на тему «Россия и Абхазия. Традиции, культура и стратегия будущего». Участники обсудили направления сотрудничества России и Абхазии и инструменты формирования человеческих связей между двумя народами, а также смогли задать вопросы о лидерстве и существующих формах поддержки социальных проектов. «Ритм Абхазии» зародился из нашего большого форума «Территория ритма», который проходит в Нижнем Новгороде с 2017 года, и он стал таким уже большим федеральным. К нам приезжает практически на форум вся Россия. И сюда к вам тоже приехали ребята практически из многих регионов России, из Казахстана, из Таджикистана. Ну и, конечно же, здесь представители Республики Абхазия. И мы хотим именно помочь, дать свои знания, какие-то навыки с точки зрения развития социального предпринимательства. Потому что в Нижегородской области наш регион является одним из ключевых в России в этом направлении. Абхазия только делает первые шаги. И мы хотим как раз помочь вам усилиться, развиться, ну и, конечно, выстроить отношения между людьми, потому что форум наш – это прежде всего про отношения. За 4 дня 10 команд создадут проекты в сферах цифровой инклюзии, доступной среды, инклюзивного образования, социализации и адаптации участников СВО, поддержки занятости людей с инвалидностью и ОВЗ. Также участники пройдут мастер-классы и лекции от спикеров в области бизнеса, социального предпринимательства и успешных руководителей. Ритмовцы научатся защищать и эффективно продвигать свои проекты перед инвесторами, представителями государства и в медиапространстве, внедрять их в практической жизни. Моя команда – это 10 человек. 10 по 10 – 100 человек. И плюс наставники, и плюс организаторы, всего порядка 150 человек. И мы все взаимодействуем между собой для того, чтобы участники точно не потерялись и вышли с ритма с решенными задачами. Сюда приехали люди не гулять и не отдыхать, как бы весело здесь не было. Мы здесь работаем для того, чтобы выйти отсюда с эффективным, готовым социальным проектом, который можно внедрить в жизнь прямо завтра. Энергия форума – это эмоция сопричастности, когда вера в лучшее, желание действовать захватывают каждого присутствующего, вдохновляя творить перемены, строить мосты дружбы и нести свет инклюзии дальше, в сердца городов и людей. Шазина Ханагу, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение. Стенды с видами старого Нижнего Новгорода, старинные открытки с видами Абхазии, фотографии Максима Горького с друзьями, его путешествия по Кавказу, в том числе и по Абхазии. В Абхазском драмтеатре открылась выставка «Рождение человека». Экспозиция получила название по одноименному рассказу Максима Горького.
Произведение было написано на основе тех событий, которые он пережил недалеко от Ачамчиры, на берегу реки Кодор, где ему пришлось принять роды у женщины. Посетителям выставки был также показан фрагмент спектакля «Рождение человека». Это одно из мероприятий в рамках Дней Нижнего Новгорода в Сухуми. В Абхазском государственном музее открылась фотовыставка нижегородского деревянного зодчества. В экспозиции представлены фотографии уникальных образцов деревянной архитектуры. На снимках можно увидеть внутреннее убранство домов, копии костюмов, в которых ходили крестьяне в начале 20 века. Перед посетителями также выступил фольклорно-этнографический ансамбль «Свети цвет», где прозвучали подлинные народные песни, собранные в многолетних экспедициях по российской глубинке. До 30 мая жители и гости столицы могут посетить уникальную экспозицию, посвященную мозаичному искусству Абхазии, которая открылась в здании бывшего ресторана «Белый парус» в Сухуми. В программе мастер-классы по разным техникам мозаики, лекции о советской мозаике и монументальном искусстве. Гугут Савардани расскажет детали. История мозаичного искусства в Абхазии насчитывает более 1500 лет. Еще в 1952 году под монастырским садом в Пицунде была обнаружена древняя мозаика IV века, которая украшала пол храма. Автобусные остановки, здания в городах республики украшены сюжетами из абхазских народных сказок и различными мотивами, связанными с национальным фольклором. Многие объекты входят в перечень историко-культурного наследия и нуждаются в реставрации. Так, за сохранение мозаичного искусства в стране взялась группа молодых и талантливых людей, у которых возникла идея проводить лекции, семинары на тему мозаик в Абхазии, восстанавливать мозаичные объекты и, конечно, проводить выставки, посвященные этой теме. В самом сердце столицы, на набережной Диаскуров, в здании бывшего ресторана «Белый парус», открылась уникальная экспозиция. Такая визитная карточка Абхазии, но, к сожалению, она как будто бы была немного забыта, а сейчас мы попытаемся ее в более современном формате вернуть, представить. И, естественно, есть определенная эмоциональная окраска этих объектов. Дело в том, что они были созданы в советское время, много из них было создано не только абхазскими экспертами, и, естественно, с этим тоже нужно работать, обдумывать, как с этим, как это все в современном мире применять, в современной Абхазии применять. Но очень много подобных примеров существует. Выставка, посвященная мозаичному искусству республики, это часть проекта «Абхазия мозаика», главная цель которого – привлечь внимание к местным мозаичным объектам и сохранить их. Уставшие, но счастливые инициаторы проекта и участники делятся эмоциями. Ведь для того, чтобы организовать экспозицию, посвященную мозаичному искусству, им потребовалось немало времени и сил. В их команде художники, реставраторы и районные специалисты. Проект объединил Сабину Агарба, Лану Чхинджерия, Рустама Анышева, Насту Агарба и Вахо Убирия. Молодые люди не только по крупицам собирают информацию об абхазских мозаиках, но и восстанавливают некоторые заброшенные и поврежденные панно, как, например, в Галском районе. В этом деле ребят поддержала местная администрация. Нашли объект, который находился на территории заброшенного совхоза. Он был практически уничтожен. Такие 5 панно. И в Галской администрации мы согласовали, перенесли это непосредственно в центр города. И там сейчас тоже будет сквер организован, где эти 5 панно будут присутствовать. Дабы это не растерялось, вот молодежные организации обратились в Гале к нам в администрацию. Мы это поддержали. Еще будучи Даур Вадимовичу, когда был заместителем Кове, сейчас он министр культуры, он тоже эту инициативу очень поддержал, он вообще ее вел. Ну, я сейчас продолжаю это дело. И у нас будет тоже на въезде будет красивое панно. Ну, вот из старых, чтобы оно. А нового, пока у нас ничего не делается, мы были бы открыты для этих предложений. Если что-то придумается в Гальском районе, в городе Гал, мы бы это поддержали бы. Реставрируется мозаика и на автобусной остановке в поселке Бзыпта. Это одна из самых ярких и красивых мозаичных работ, спроектированных творческой группой художников и архитекторов в 70-е годы. Мы просто очень рады,
что сейчас такой возрастает интерес к мозаикам, и люди открывают их для себя и начинают любить их, интересоваться ими, потому что нам кажется, у мозаик огромный культурный потенциал туристический, и мы надеемся, что дальше все больше людей будут ценить их, беречь и реставрировать. Проект «Абхазия Мозаика» состоит из двух частей. Первая – образовательная часть, в рамках которой проводятся лекции и конференции об истории и особенностях абхазской мозаики. Кроме того, планируется составление списка и карты мозаичных объектов Абхазии, их классификация для последующего включения в реестр охраняемых культурных объектов. Проект осуществляется при поддержке Абхазского фонда общественного развития «Амшра». Мозаики, которые сохранились в Абхазии, и они очень важны. И этот проект как раз выявил эту актуальность, эту востребованность. Это то, что не хватает сегодня в нашей жизни, потому что это часть искусства, это часть духовной жизни нашего общества. К сожалению, материально оно в последнее время очень сильно побеждает. Но если мы не будем сохранять вот эти ценности, то нашему следующему поколению уже придется вспоминать это только в рисунках или в каких-то книгах. И это печально. Поэтому фонд «Амшра» всегда отзывчив на такие важные социальные проекты. На выставке можно не только узнать о мозаичном искусстве в Абхазии, но и полюбоваться снимками, картинами, небольшими панно и даже подержать в руках смальту, из которых сделано большинство мозаик. Дети могли собрать большой пазл. На этой стене зашифрована мозаика. Посетители выставки смогут ее отгадать, если возьмут стикер с номерком из ящика и наклеют ее на такой же номерок на таблице. В программе выставки, посвященной мозаичному искусству, которая продлится до 30 июня, и мастер-классы по разным техникам мозаики, лекции о монументальном искусстве. Гугу Савардания, Аля Самичба, Абхазское телевидение. Активисты Абхазского отделения волонтерской роты провели спортивные соревнования «Веселые старты» в детском саду «Пчелка», приуроченные ко Дню защиты детей. В этот солнечный день волонтеры организовали множество веселых игр и конкурсов, которые подарили детям радость и улыбки. С самого утра в детском саду царила атмосфера веселья. Яркие декорации, музыка и смех детей создавали настоящий праздник. Волонтеры подготовили разнообразные игры, в которых малыши с удовольствием участвовали, проявляя свои способности и командный дух. Каждый ребенок смог найти себе занятия по душе, от подвижных эстафет до творческих заданий. – 30 мая с часу ночи до 18 часов в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача воды в некоторых районах Сухума. В новом районе, Старом поселке, на массиве Гумиста, улицах Эшба, Семерджиева и Трапш. И в завершении выпуска расскажем о погоде. В пятницу, 30 мая, в Абхазии дождь, гроза, местами туман. Ближе к вечеру осадки прекратятся. Температура воздуха ночью 13-18, днем 17-22 градуса тепла. Температура морской воды плюс 17 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.